Зрительный зал пока пуст. До начала представления еще есть время. Сцену Кыргызской национальной филармонии готовят к представлению китайских акробатов. За кулисами артисты заканчивают гримироваться и одеваться. У каждого свой сценический образ. Ли Динчи в труппе с 9 лет. Сейчас ей 12. Несмотря на юный возраст, гимнастка выступает наравне со взрослыми. Я уже привыкла. Было столько представлений, что сбилась со счета. Но все равно каждый раз немножко волнуюсь. Зрительный зал постепенно наполняется. К цирковым номерам на сцене, а не на арене, бишкекчане еще не привыкли. Хотя то, что показывают китайские артисты, трудно назвать обычным цирком. Здесь нет животных и клоунов. Есть только акробаты, жонглеры и эквилибристы. Цирк в Поднебесной считается одним из самых древних видов искусства. Ему уже более 2000 лет. На гастроли в Бишкек приехала труппа акробатов из провинции Аньхой, что на востоке Китая. Все гимнасты молодые, гибкие и сильные. Им нет и 23 лет. Техника китайских гимнастов отработана годами и стоит на самом высоком уровне. Мы готовим детей с 5 лет в специальных цирковых интернатах, которые есть в каждой провинции. К 12 годам они уже выступают на сцене. Этот акробатический этюд завоевал золотую медаль на международных соревнованиях. Хрупкое строение из людей и стульев. На 3-метровой высоте акробаты показывают мастерство балансировки. Номер с тарелочками в исполнении юных артистов – цирковая классика. Суть его – в умении одновременно вращать тарелки и выполнять акробатические трюки. Китайские гимнасты еще раз доказывают, что возможности человека безграничны. Посмотреть на выступление гимнастов из Поднебесной пришли представители кыргызского цирка. Оценить и, возможно, чему-то поучиться. Но после представления многие из них настроены скептически. Цирк есть цирк. Это цирк, это животные, это клоуны. И я только в этой программе хочется видеть, чтобы было животных, и хочется, чтобы был клоун, чтобы эти же номера, чтобы клоун пародировал. Но без клоуна нет цирка. Стойкость, возведенная в ранг искусства. За каждым акробатическим номером целая история. Китайский цирк – это самообладание и равновесие даже в самых невероятных ситуациях.